Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в Пажге. И мы строим одноэтажный дом из бруса параметрами 12/8, с тамбуром еще и террасой. То есть большой, вот такой одноэтажный красивый дом. Но общие параметры, конечно, больше. Если так посмотреть, он получается 14,5 на 10. Здоровый дом. И на ваших глазах уже идет процесс. И сейчас я вам покажу планировку, покажу всю эстетику данного дома, ту красоту, которая уже проявляется, и слегка расскажу о технологии строительства. Вот такой красивый дом, одноэтажный большой красивый дом мы сейчас строим. Современный, стильный, красивый, шик. Планировочка. Вот мы заходим в тамбур. Вот там тамбур. Рядышком котельное помещение мы видим. Проходим уже в дом. Там прихожая, санузел рядом со входом, спальня. Далее идет гардеробная, еще одна спальня и просторная кухня-гостиная, из которой есть выход на террасу. Класс? Классно. То есть 3 спальни и просторная кухня-гостиная. То есть у дома есть очень шикарный экстерьер, ну и будет интерьер изнутри. Дом выглядит красиво. И давайте сейчас прогуляемся по дому, покажу вам эту красоту. Вот, кстати, тамбур. Начало. Вот мы заходим в дом. Тамбур нужен, чтобы теплый воздух не выходил из дома при открывании наружной двери и смягчал тот температурный переход с минус 30 в плюс 20. 50 градусов Цельсия – это немало. Классно. Здесь разделись, грязную обувь сняли, допустим. Здесь у нас будет котельное помещение. Класс. Дальше проходим. Уже начинается чистая зона. Здесь, допустим, какая-то раздевалка, еще шкафы. Здесь у нас санузел, каркасная перегородка пойдет и большой просторный санузел. Так, по эту сторону спальня. Вторая спальня. Гардеробная. Еще одна, третья спальня. И здесь просторная кухня-гостиная. Сейчас мы ее видим. Действительно, не маленькая, такая уютная. И с выходом на задний двор уже на просторную клевую террасу. Ходим, кайфуем с чашечкой ароматного чая, любуемся уже красотой природы. Шикарно. Это вот сейчас осень, да, и слегка так блекненько, как и везде. Но представляете, сейчас все зацветет. Или будет такой красивый снежный покров. Класс. Планировку рассказал. Красоту покажу. Здесь мы работаем с пиломатериалом заказчика. Да, есть нюансы, как всегда, когда покупает пиломатериал заказчик. Но, тем не менее, красоту, эстетику уже видно. Видно, что мы берем обычный нестроганный брус, строгаем, делаем декоративные фаски. Вот такой красивый, строганный брус получается симпатично. То есть есть некий такой законченный вид, есть такая эстетика. И нашим клиентам в дальнейшем не придется делать уже внутреннюю отделку, тратиться, слегка проконопатить, и так уже эксплуатировать. Есть ведь куда деньги тратить, надо устанавливать окна, двери, утеплять полы, проводить коммуникации. Но поэтому отделка подождет. И в ближайшие годы, допустим, 3-5 лет, можно так смело жить. Выгодно. Класс. И теперь чуть-чуть о технологии, потому что не только важно знать, что он красивый, это само собой, и то, что он качественно построенный, об этом тоже еще покажу. И пару моментов о технологии. У нас дом на осваянном железобетонном фундаменте. Дальше идет рубероид, как гидроизоляция, чтобы от бетона влага не переходила на брус, и брус был сухой. Это очень важно. Далее идет брус 150 на 200 большого сечения, на который идет нагрузка половых балок, да и всего дома, поэтому он должен быть мощным. Это тоже очень важно. Второй брус тоже очень мощный, потому что мы туда впиливаем вот такие большие половые балки. Посмотрите, какая высота. Здесь в дальнейшем будет утепление,
в 20 сантиметров, ноги будут в тепле, это тоже очень важно. Сечение половых балок мы берем 100 на 200, они не прогибаются на длину пролета в 4,5 метра. Это очень важно, чтобы полы были надежными и плюс позволяли сделать хорошо утепление пола. А пиломатериал в своих домах мы применяем преимущественно первый и второй сорт. Он всегда вот такой свежий, аккуратный, без гнили, без короеда, без каких-то проблем. В данном случае идет пиломатериал клиента. Стараемся со вздохом с ним работать. Еще отмечу, что высота потолков в доме будет 2,70. То есть дом спокойно проходит регистрацию, потому что для регистрации необходимо 2,50 по нормативу. То есть будет запас на отделку. Тоже очень важно. Создается красота на ваших глазах. Сейчас уже такая погода. То снег, то дождь. Хочу отметить, что данная погода никак на работу и в целом на материал не влияет. Потому что брус-то сам по себе естественной влажности. После распиловки сыроватый изначально. Поэтому то, что он дополнительно еще снег сюда попадал или покапал дождь, никак не влияет. Шикарно. Красота, красота. Кто-то скажет, зачем вот эти палочки. Вставляется в тех случаях, когда пиломатериал искривленный, долго отлежавшийся или изначально на пилораме, так произведенный, распиленный. И когда он вертолетом, нам приходится с ним работать и выравнивать его геометрию. То есть очень сложно работать с проблемным пиломатериалом. Здесь немножко есть. Но это отдельная история, это не хочу рассказывать в данном ролике. Это отдельный ролик будет посвящен проблемным пиломатериалам, где есть короед, где есть много обзола, где есть гниль, где есть вертолетный брус. Чаще всего такой пиломатериал, когда заказчики покупают его сами. То есть они думают, что они сэкономили там 10, 20, 30 тысяч. На самом деле они столько геморроя приносят себе в дальнейшем и приносят строителям в процессе стройки. Вы даже не представляете, потому что приходится со всех сторон. Приходится его выравнивать. Это первое. Он весь вертлявый. Приходится докупать специальные крепежные элементы, чтобы вытягивать эту геометрию. Видите, щель. Чтобы его вытягивать, мы вытягиваем еще пружинными узлами, которые его со временем зажимают. Понимаете? Потом всякие трещины, которые отрезаются. Вот это, посмотрите вот на это. Это просто куски выкидываются. Там короед с дырками. Обзол. Пойдемте. Это отобранный пиломатериал, из которого мы не строим. То есть его привезли, сказали нам работать, но мы не работаем. Например, пойдемте. Вот эти черные дырочки. Видите? Вот по всему брусу. Это короед. Приходится откидывать. Вот следы короеда. Вот дырки. Вот дырки. Вот дырки. Представляете? Если, например, дом строится из нашего пиломатериала, то за это ответственность несем мы. Если что-то завелось, что-то случилось, то есть мы принимаем меры. Здесь нам выдают, и нам приходится с этим работать. Конечно, мы отбираем это все, откидываем, мы из этого не строим. Посмотрите. Вот уже начали работать, вот видно, что мы уже отрезаем, и потом видим вот всю эту ситуацию. Этот кусок на выброс. То есть чаще всего люди в целях экономии начинают искать какого-то своего знакомого, он им привозит пиломатериал, а потом мы целую партию просто бракуем. А за нее уплочено, и куда это потом девать? То есть мы бракуем этот пиломатериал. То есть в чем была экономия? Ее нету. То есть, когда вы к нам обращаетесь, у нас дома все свежие, у нас первый, второй сорт, у нас все аккуратно. В 99% случаев, если клиент занимается сам покупкой пиломатериала, там просто начинается беда. Вот всегда. Он весь кривой, он весь с обзолом, он весь с короедом, это всегда. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом качественно и из качественного материала, что очень важно,
Будем рады быть вам полезными. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите, с радостью проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, предоставим. Ну и будем рады, если выберете нас для строительства уже вашего дома мечты. Вашего дома мечты. Встречаемся на консультации. Пока-пока.